За годы работы в физдиспансере имя Гарри Сигалевича уже стало нарицательным. Тренер ЛФК высокого уровня, почетный мастер спорта Абхазии по баскетболу и просто человек с искрометным чувством юмора. В этом году Гарри Владимировичу исполняется 90 лет. Как минимум 50 из них он посвятил любимой работе. Бодрый и подтянутый Гарри Владимирович по-прежнему в строю. Тренирует, лечит, восстанавливает. А свои занятия не забывает приправить беседой и острой шуткой. Вы сами себя тоже в хорошей физической форме поддерживаете, да? Очень моложаво выглядите. Не сказала бы, что моложаво. Стараемся. Надо образцом быть. Если я тоже согнусь, они все тоже бросят меня сразу, все больные. Самый интересный пациент – это дважды чемпион мира терновых. Дважды я ему колено сделал, и он практически с больным коленом выиграл дважды чемпионат мира. Есть были работы со стрелянной рукой, восстановили динамику, вот с ожогами были работы. Вообще не хвастаюсь, но довольно удачно работаю. Работает все учреждения. То, что можем, мы практически неплохо делаем. Гарри Владимирович поименно помнит каждого своего подопечного, а их было тысячи. И проблемы диспансера он знает лучше всех, ведь работать здесь он начал еще в 60-е годы прошлого века. Мы еще и боролись за это учреждение. Мы все судились, это все по частям доставалось. Здесь было живое помещение. По стенке я сам устанавливал. Все, что здесь сделано, оборудование, это практически я все сам. В годы войны я каждый день приходил. Я сохранил полностью инвентарь, все, даже чистое белье. Ну, потому мы так и держимся более-менее. Лечебная физкультура – это реабилитация, то есть восстановление утраченных функций. Чаще всего она требуется людям после травм, перенесенных заболеваний и операций. Несмотря на множество проблем, тренеры продолжают свою нелегкую работу, поднимая пациентов на ноги. Проблем очень много. Во-первых, условия, видите, зал маленький. Не без ремонта, не отапливается. Очень плохо идут нам врачи на работу. Не хотят у нас работать врачи. К сожалению, все мы в возрасте здесь работаем. Хорошо, что как-то еще справляемся. Оклад низкий. Работа, видите, такая, кропотливая работа. За годы работы диспансера здесь практически ничего не поменялось. За исключением капитального ремонта крыши и мелких косметических работ, почти все оборудование осталось советским. У нас физиотерапия, оснащение, по-моему, уже 50- и 60-летней давности, которое, к сожалению, очень трудно поддается, как вам сказать, исправлению. Остальное, что вам сказать, ремонт требуется. Хотелось бы аппаратуру какую-то новейшую, физиокабинет. Вы видели наш ЛФК. Прекрасная там шведская стенка, но стена, вы смотрели, она практически уже, сколько раз мы ее стараемся реставрировать, желательно, конечно, чтобы капитально нам что-то бы сделали. Республиканский врачебно-физкультурный диспансер единственный в Абхазии. В зимнее время года сюда ходят до 50 пациентов в день, летом в 2-3 раза больше. Помимо зала ЛФК здесь работает массажный кабинет, лаборатория, проводятся физиопроцедуры, иглорефлексотерапия, ведут прием специалисты разных направлений. После войны здесь очень многих мы ребят, инвалидов нашей войны, буквально поставили на ноги. Вот Сигалевич Гарри Владимирович, Толкачева Тамара Алексеевна, это старые наши методисты. Сейчас у нас очень толковый Староженко Николай. Вот эти наши методисты, прекрасные врачи у нас работают. Инвалиды войны, малоимущие. Эти все категории у нас абсолютно обслуживаются бесплатно. Прием врача 200 рублей. И то это так, есть, да, нет, нам главное, что мы могли помочь, кто к нам сюда поступает. У нас такого нет вопроса, что если вы что-то не можете, это исключено. Исключено. Диспансер готов принимать и постковидных пациентов, нуждающихся в реабилитации. Тренеры здесь умеют проводить дыхательную гимнастику. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.